Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему — молниеносная смена событий. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Есть какие-то радостные новости, причем телефонная трубочка по телефону. Вам буквально в ближайшие сутки будет звонок с очень хорошими новостями. Новости, которых вы не ждете и не думаете. Либо, возможно, вам накануне отказали. Да, звонок будет о том, что произошла ошибка, либо они там передумали, пересмотрели свое решение. В общем, хорошие, добрые, положительные новости. Чего-чего, а вот этого вы точно не ждете и не ждете, что ситуация именно по этому вопросу так резко и в положительную сторону может поменяться. Это может быть и официальный звонок, и звонок от кого-то из близких людей. Но, в общем, ситуация улучшается. Вы скоро об этом обязательно узнаете. Дальше, молниеносно. Вот здесь показано, что какой-то человек вам что-то даст. Даст, отдаст, вернет, выдаст еще, может быть, да? Вы получаете и получаете то ли больше, чем другие, то ли первее, чем другие. Тут даже какие-то разговоры пойдут. Вам будут там что-то приписывать, что вы, может быть, с тем человеком в отношениях, а может быть, там сговор у вас с этим человеком. В общем, будут недовольны, будут те, кто будет возмущаться. А я так вижу, что вам особо по жизни-то никто ничего не давал. И вообще вот эта история от кого-то что-то получать, это прям совсем не про вас. У кого-то, кстати, впервые за долгое время, у кого-то, в принципе, впервые за всю жизнь. Да? Вот вам дадут и дадут много. Дадут больше, чем другим, либо дадут в первую очередь. И вот эта волна возмущения, вы на нее внимания не обращайте. Это, знаете, недалекие люди могут так говорить. Ну, а люди адекватные, спокойные, уравновешенные, понимающие, никто даже в голову не придет о вас сплетничать, либо что-то дурное думать. Но мне показано, что мужчина будет давать. Либо по решению мужчины вы что-то будете получать. Дальше здесь у меня показан человек. Человек в таком, знаете, подавленном состоянии находится. Это может быть и усталость, и может быть какое-то недомогание. Также это могут быть состояния депрессии, стресса. Знаете, вот как говорят, опустились руки, сил ни на что не хватает. Вот в таком состоянии человек находится. Возможно, это вы, возможно, это кто-то из ваших близких. Но буквально в ближайшие дни человек очень резко преобразится. Силы вернутся, состояние здоровья улучшится, человек в себя поверит, как надежда вспыхнет в груди ясным светом. То есть человек прям пританцовывает. Сейчас-то человек как тряпичная кукла, вот просто вот так, знаете, как бросили, так и лежит. Но тут вот прям отплясывать будете, ну, либо близкий вам человек. Прям такое классное преображение, которое никого не оставит равнодушным. Вот. Если близкий, прям будете удивляться этому человеку. Если это вы, то все ваши близкие будут в восторге, в удивлении и, конечно же, с улыбками будут. Прям как силы вернутся, либо надежда какая-то появится. Вот выйдете из своего ужасного этого состояния. Дальше. Тройки. Две маленькие троечки подряд. С кем-то вам общаться, подружиться. Либо с каким-то человеком вас что-то дважды свяжет по судьбе.
молниеносном, потому что с этим человеком вы, в принципе, связь не поддерживаете. Может быть, и общения между вами особо такового и нет. Там, здрасте, до свидания. А может, даже и просто не общаетесь и не здороваетесь. Вот как две тройки между вами станут. Прям очень сблизитесь вы с этим человеком. Хорошо вам будет вместе. Друг другу здорово поможете, либо друг друга поддержите. Прям какие-то идеальные отношения прорисовались. Кстати, женщины, вам нужно готовиться к тому, что здесь какой-то мужчина оголделый ворвется в вашу жизнь. Мужчина, который уже для себя все решил. Мужчина, который приступает к действиям. Знаете, вот как, может быть, чего-то ждал, какого-то там знака судьбы, либо какого-то удобного случая, возможности. А может быть, мужчина про вас узнал, что вы ни с кем не встречаетесь, что вы вне брака находитесь, да, что вы одна. Просто вот ворвется. Я вижу, что он вас за руки хватает, а вы не против. Может быть, вам мужчина этот нравился. Может быть, вы и ждали от него активности, а он все ходил, там, мурчал себе под нос, да, стеснялся, либо в принципе как-то сторонился вас. Вот мне его показали просто вот гиперактивным, и вот все и сразу, прямо сейчас, да, женимся, рожай ребенка, все, короче, мы вместе, да, мы семья. Вот, не против, вы будете не против, но вот этот наскок его, да, в действие с наскока, конечно, застанут вас врасплох. Вот, удивительное событие, которое прям надолго вам запомнится. Ну, а потом, возможно, внукам будете рассказывать, да, как налетел на меня, как угорелый, и давай меня в ЗАГС тащить. Вот. Но я не сильно сопротивлялась, да, потому что нравился. Ну, либо ждала, даже у кого-то и так отыграется. Так, какая-то женщина горько будет плакать. Сейчас она громко смеется. Почему-то показывает, что она вас вот как тыкает. Вот, пальцем то ли тыкает, то ли чем-то. И громко смеется. Может быть, она над вами смеется, потешается. Может быть, у нее сейчас вот как в жизни, да, вот как что-то случилось, получилось. Вот вижу, что она будет очень горько плакать. И опять же будет на вас пальцем показывать. Скорее всего, будет винить вас в своих каких-то неудачах, либо в своих каких-то бедах. Но, судя по картинке, она многое перенесет, многое переживет. Вот, плакать ей долго и действительно горько. Не знаю, кем она вам приходится, но, судя по всему, она очень много лишнего позволяет в отношении вас. И я понимаю, что она еще об этом пожалеет, но уже как-то поздно будет, да? Уже там неважно, в вас она тыкает, либо в другого пальцем показывает. Плакать придется ей и только ей. И слез будет много, и все они очень-очень горькие ей идут. Дальше здесь показывают небольшую собачку, но она очень активно машет хвостом. Встреча с другом, да, друг какой-то появится, объявится, подруга. Возможно, вы давно не виделись, возможно, живете вы в разных уголочках города, может быть, даже и страны, а может быть, в разных странах живете. Здесь вот как друг какой-то появится, подруга либо друг. Может быть, без предупреждения, может быть, человек сюрприз готовит. В общем, появление этого человека поднимет вам настроение, будет о чем поговорить, что обсудить. И еще я вижу, что этот человек, вот как друг, подруга, да, кто к вам там проявится, появится, что-то вам предлагать станет. Серьезное, судьбоносное, требующее, вот знаете, вот поднапрячься, подумать, принять решение. Но предложение действительно дельное, цельное и на многое может повлиять. Поэтому задумайтесь. Задумайтесь. Плохого вам не предлагают, предлагают хорошее. Так, на работе у кого-то обстановка разрядится. Может быть, сейчас все как-то мрачно, неприятно, даже болезненно в какой-то степени, да, может быть, что-то происходит у вас на работе не очень положительное. Вижу разрядку, причем разрядка придет, вот сойдет, вернее, даже не придет, а сойдет свыше. Скорее всего, там начальник соберет всех и объяснит ситуацию, либо какие-то хорошие новости расскажет. Да? Вот люди выдыхают, люди успокаиваются. Так, здесь показан большой осьминог, щупальцы, тянет свои щупальцы в вашу сторону. Может быть, вам хотят что-то предъявить, либо пытаются, может быть, вас хотят во что-то втянуть, да, причем не очень хорошее.
Вот этот осьминог, он щупальца свои теряет. Причем терять начнет именно с вашей стороны. Возможно, за вас кто-то заступится, вступится. Возможно, именно вы поймете, что дело нечисто, поднимете тревогу. Но, в общем, этому осьминогу тоже как-то не позавидуешь. С вас начнется отпадание вот этих щупалец, да, вот именно вы, с вашей стороны. Да, зря этот осьминог именно к вам потянулся. Вы погибли для этого осьминога, так мне идет. Разрушитель, может быть, планов этого осьминога. Либо, в принципе, да, вот именно вы догадаетесь, что дело нечисто, и вот действительно всех на уши поставите. Да. Опрометчивый поступок дорого обойдется осьминогу. Дальше показывают быка. Но бык очень ласковый. Ласковый, вроде как бык, но ведет себя как теленок. Ну, судя по всему, по картинке это на мужчину похоже. Может быть, мужчина ваш немножко там вышел из себя, а может, сильно вышел из себя, походил, побуянил, а потом раз, и как ласковый теленок к вам возвращается. Уже, знаете, как и следа нет от негодования, такой прям уступчивый, вот лащится к вам, ручки целует, нежно обнимает, типа, дорогуша, зайенька, как ты скажешь, так и будет. В общем, такая резкая смена картинки, вы аж сами обалдеете. Будете долго думать, что произошло, что с ним произошло. А я вам скажу, что произошло. Страх. Это страх. Вот он себе то ли представил, что он без вас живет, ну вот порознь вы живете, то ли он представил вас в объятиях другого мужчины и такой, не-не-не, что угодно, но только не это. И сразу, знаете, и спесь ушла, и вот этот гнев ушел, и ревность, не знаю, что там его под хвост к нему туда, вернее, попало. Прям сразу ласковый на глазах становится. Если поссорились, если поругались, прям ласковым теленочком вернется. Так, еще здесь слева вы узнаете о каком-то событии, куда вас не позвали, не пригласили, не позвали. И узнаете даже причину, почему так произошло. Я не вижу, что вы сильно расстроитесь, наоборот, даже как-то выдохните, скажете, о, хорошо, что так, да? Может быть, какое-то мероприятие было, закрытое мероприятие, либо кто-то кого-то где-то там собирал, вот, и вас не позвали, но вы все это узнаете и узнаете причину, почему. И вам станет легче. Да? Может быть, там какие-то неблагоприятные люди были, либо как-то все очень плохо там проходило. И вам станет, да, действительно легче. А может быть, у вас повод появится, чтобы кому-то что-то предъявить. Да? Вот прям вижу, что довольны будете, что узнали правду. Дальше. Человек в ракушке сидит и оттуда не выходит. Кто-то прям уйдет в себя. Какой-то человек надолго выпадет из жизни с левой стороны. Возможно, этот человек вам неприятен. Здесь может отыграться что угодно, как и личные проблемы, так и проблемы со здоровьем. Может быть, даже какие-то ограничения, да, потому что у ракушки это как еще и ограничение идет. В общем, этого человека вы долго не увидите. Действительно долго. И опять же, вам это хорошо, вам это приятно. Может быть, как мечта сбылась, да, что этого человека нет. И не влияет, и не давит, и не мешает. Но я так понимаю, что в ракушку человек забьется раз и, можно сказать, навсегда. Ну, по крайней мере, надолго, так это точно. Дальше. Вот как смотрите вы в зеркало, телефон, интернет, компьютер, планшет, куда-то вы будете смотреть и что-то удивительное читать. Читать, а может быть и не читать, может быть действительно как передачу какую-то смотрите, либо видеоролик. Буквально то, о чем вы думали, что вам было интересно, да, вот какой-то вопрос у вас был в голове. Здесь как Вселенная дает вам ответ. Дает ответ именно, я так понимаю, в интернете, да, телефон, компьютер, да, в чем вы обычно просматриваете, вы ответ получаете. Будет немножко не по себе, будет немножко мурашить. А я вам так скажу, вас небеса слышат, и это нормально. У вас есть вопрос, небеса дают вам ответ. Так, а вот здесь какой-то человек на пороге, буквально на пороге, но вы с этим человеком не будете общаться. Очень похоже на какого-то посыльного, почтальон, посыльный, доставщик. Вот человек на пороге у вас с чем-то для вас.
то ли оставит под дверью, то ли в почтовый ящик, ну, у кого как отыграется, да. Но вот вижу, что принесут, доставят, и вы получите. А здесь у нас знак извинений. Кто-то будет перед вами извиняться. Опять же, с левой стороны вы не ждете. Не ждете, не думаете, не просите. Да, нет вообще никаких мыслей по поводу этого. Кто-то принесет вам свои извинения. Это может быть и вербально, да, на словах человек вам это скажет. И также, возможно, как напишет, там, смс-кой напишет, либо в соцсетях вам напишет. Вот как извиняться кто-то будет. И извиняться, кстати, долго. Вот прям как ножкой шаркает перед вами. Прям не просто там извини, прости, а там будут объяснения, мучения души, да, осознание негативного опыта, да, вот как я себя повел, повела. В общем, придется много и долго читать. И идут именно извинения. Дальше. Доступность. Что-то вам станет доступным. Доступным и, ну, буквально, да, протяни руку и возьми. Что-то, что важно для вас, желанно для вас. То, на что вы загадывали, надеялись, но во что боялись поверить. Вот доступность идет. Буквально, ну, протяни руку и возьми. Только ленивый не протянет руку. Вот, хороший момент, жизнеутверждающий момент. Кстати, вот здесь время работало на вас. А вот здесь у меня человек в пустоту смотрит. Мне почему-то кажется, что это связано с работой. Вам кажется, что все, бизнес мой прогорел, работа закончилась, нет клиентов, нет заказчиков. Вот да, вот как пустота, гнетущая пустота, которая приближается. Здесь вот молниеносно клиенты появятся. Причем там не один, не два, а прям целая толпа набежит. Еще придется этих людей распределять на несколько дней, да, делать из них очередь. Вот зря вы так про себя. Может быть, как начало недели, да. Может быть, людям время нужно было, чтобы раскачаться. Ну, а может быть, где-то ваша реклама всплыла. Но вот вижу, что люди в очередь к вам выстроятся. Сейчас у вас такие патовые мысли, что ну вот нет клиентов, нет заказчиков, что делать дальше. А они, вот смотрите, к вам в очередь будут выстраиваться. Придет много. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, прям много придет. Вот здесь у меня люди, которые ссорятся, ругаются, там дерутся, возможно. Не успеете вы оглянуться, они уже обнимаются, целуются, и не разлей вода. То есть пока вы там подумаете, какие меры предпринять, как их разнять, как их успокоить, они уже и сами помирятся. Вот тут сердечко ваше прям порадуется. Особенно если это дети, например, да, либо это какие-то близкие, важные вам люди, которые выясняют отношения. Очень быстро и без вас помирятся. Там буквально в считанные секунды, да, вот слабят хватку и уже там чуть ли не обнимаются, целуются. Так идет. Дальше. Какая-то необходимость куда-то идти, что-то делать, с кем-то общаться. Необходимость очень резко возникнет, и здесь еще какую-то ошибку показывают. Тут чья-то ошибка, и из-за этого вам придется куда-то идти, с кем-то говорить, что-то делать. Но это в ваших интересах, поэтому не стоит игнорировать. И чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше для вас. А тот, кто сделал ошибку, поверьте, он наказание свое получит. И я еще понимаю, что это не первая ошибка. Будем надеяться, что это последний такой эпизод. И человек, может быть, несостоятельный, может быть, человек некомпетентный, да, свою работу делать. Ну, в общем, ответит, строго ответит. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.